Приветик всем, с вами снова я, Лили, и это видео Back to School или просто покупки канцелярии. Здесь будут покупки как в школе в основном, так и просто покупки канцелярии. Все их совершила я в Ашане. Вот, и сейчас, наверное, приступим уже к просмотру этого видео. Так, первое, что я купила к школе, это два блокнота. Первый блокнотик с Саймоном, он идет на скрепке. Клетку 48 листов. Вот, там были разные рисунки, я взяла такой. И второй блокнотик очень-очень классный, красивый такой. Здесь не знаю сколько листов, 40 листов здесь, он тоже в клетку, и он на клейкой основе. Вот, вам не видно клетку, но он в клеточку. И простите за тень, потому что я просто не знаю, как снимать, мне надо сейчас снять видео, но у нас солнце светит не пойми как. Вот, дальше, что я купила, точнее, купила моя сестра, я с ней ходила, домино, Микки Маус, очень классные карточки, яркие, красочные, и мы играли уже, нам понравилось. Дальше, это самые простые тетради к школе, зеленые, я купила, по-моему, 3 в клетку, 2 в линию, вот, и они стоили рубля по 2, вот. Буду говорить цены, если буду вспоминать. Дальше 2 альбома для рисования. Ну, не совсем альбом, вот это вот альбом именно для рисования. Здесь написано handmade, что тут написано handmade ice cream. Вот автобус такой классный с мороженым. И этот альбом на сколько листов, я забыла. Блин, на 24 листа он стоил 33 рубля. Очень-очень классный, приятный. И листы здесь плотные. Дальше вот этот альбом, я его назвала альбом. На самом деле это блокнот для эскизов и зарисовок. И я это не заметила, думала, это альбом. И здесь такие листы, как пергамент какой-то, только они белые. Вот, но он здесь 32 листа, стоил 32 рубля. В принципе, красивенький такой блокнотик. Вот, буду пользоваться им как блокнотом. Или как альбом, короче, не знаю пока что. Дальше купила наклейки. Такие вот у меня уже были подобные. Здесь надписи, они трафаретные типа. 26 рублей стоили. И здесь довольно-таки большой листик. Вот здесь написано, как их можно использовать. Простите, пожалуйста, за вот эту отсветку. Блин, я не знаю, я уже и свет включала. Я не знаю, как снять видео. Дальше 4 тетради в клетку. 48 листов все они. Первые 2 это с Саймоном, я его обожаю, как Спанчи Боба. Вот такие вот 2 тетради, вот это вот типа мультика что-то сделано. Вот, довольно-таки интересно. Дальше по английскому языку такая яркая My Dream. Вот, английский язык. И последняя, самая интересная, просьба не капать. То есть, ну, довольно-таки такая веселенькая. Там были разные из их серий, но я выбрала именно вот эту. Стоили они меньше 40 рублей все. Дальше, что совсем не к школе, это 2 шоколадки. Я просто снимаю покупки из Ашана полностью, то есть не совсем это и канцелярии, но шоколадки тоже решила вам показать. Они стоили меньше 20 рублей каждая плитка. Здесь молочная плитка и вот здесь пористая белая плитка. Вот, очень даже вкусные, уже пробовали у подруги. Она покупала что-то наподобие. Дальше купила 2 набора платочков, носовых, наверное. Вот, со Спанч Бобом своим любимым. Здесь разные мордочки, здесь по 10 штук, стоили по 5 рублей. Очень-очень классные, компактные такие вот. Буду брать с собой в школу. Дальше купила мою мечту. Это ручки от Стабила. Все их знают, и я купила набор из 6 цветов. И стоили они 201-202 рубля, вот так вот. Что могу сказать? Думала, ну, обычные ручки будут, да? Но они настолько классно пишут, ярко, очень мягко. Как маркеры какие-то очень-очень прикольные. Всем могу посоветовать. Не знала, что настолько они прикольные и настолько хорошо пишут. Дальше купила 2 пачки наклеек с ангелочками. Одну себе, одну сестре. Вот. Они стоили меньше 10 рублей. Дальше купила набор сестре. 6 карандашей, ашановская фирма. 6 рублей стоили. Ярко пишут, всем могу посоветовать. Дальше купила линейки. Вот эту вот каждый день линейку 16 сантиметров купила за 2 рубля. А вот этот набор я купила за 16 рублей. Здесь транспортир.
две таких угловых линейки, я не знаю, как они называются, и одна линейка длинная на 20 сантиметров. Дальше купила ручки, самые простые, по 2 рубля они стоили, чтобы давать кому-то писать, потому что мне никогда не возвращали ручки. Купила 2 синих и 1 черную. В принципе, пишут нормально, и тут стержни довольно-таки большие, думаю, нормально, может, даже сама буду писать иногда. Вот. Сейчас я уберу их немножко. Дальше. Купила корректор, просто офигенский, желтого цвета упаковка. Вот, у меня был в том году или позатом такой розовый. Стоит он там всего лишь 32 рубля. А у нас самый дешевый вот в каких-то книжных магазинах стоит 50 рублей. Мне кажется, очень выгодный, и жалею, что купила только один. Там есть розовые, голубые, по-моему, зеленые, желтые. Очень-очень прикольный, яркий дизайн и хорошо замазывает, главное. Дальше купила 2 клея. Клей-карандаши от фирмы вот такой вот. Ну, всем, наверное, известно. Блин, я не могу вам показать, но и читать я не буду, потому что английский у меня не особо классно. Так, они катаются. Они цветные, розовый и синий. Что могу сказать про розовый? Розовый совершенно не виден на бумаге. Клеют они отлично, но синий, он офигенно виден на бумаге, но здесь написано, что при высыхании цвет просто устраняется. Но нифига, он остается синим. Для меня это огромный минус, но буду клеить, ничего уже не поделаешь. Дальше купила каждый день точилку за 2 рубля. Думаю, и что может точить за 2 рубля, как вы думаете? Я уже попробовала. Лишь эта точилка. Эта точилка точит просто офигенно. Я жалею, что купила одну тоже. Моя подруга купила 2. Там есть зеленые, желтые, синие, какие-то красные. Короче, разные цвета. Она настолько хорошо точит, что за 30 рублей точилки точит иногда хуже. Вот. Мне очень нравится и буду носить в школу. Дальше купила такой вот пластик фирмы Ашан. В таком, сейчас, пакетике. Сейчас я вам покажу. И он сам был запакован в такой прозрачный пакетик сам, там внутри. И он стирает отлично, стоил недорого, не знаю сколько. И купила вот такой ластик. Арбузик тоже стирает нормально, стоил меньше 10 рублей. Вот. Дальше ластик каждый день фирмы Eraser. Написано, стирает отлично, стоил, по-моему, 2 рубля. Вот, дальше. У меня остались уже не школьные принадлежности, но я решила вам показать. Вот так, сейчас вот эти вот блейки дебильские, но вот так нормально видно. Наклейки Дисней, здесь Микки Маус, Мини Маус, вообще офигенные наклейки, я люблю диснеевские мультики, вот, и стоили они 17 рублей. Дальше, что осталось, это стикер. Сейчас я вам все покажу быстренько. Это 2 пачки вот таких вот одинаковых совершенно стикеров в виде мальчик, футболок. Буду отправлять вам все их, которые купила стикеры, стоили, я не знаю, поскольку вот стикера. Дальше вот такие пальчики вверх, их здесь довольно-таки много, около 30-35 рублей стоили. Дальше вот такие стрелочки, тоже недорого стоили, их много. А мальчик вот этих футболок мало. И дальше вот такой набор звездочек. У меня были такие зеленые, очень-очень большой набор, толстые такие. Толстая стопочка, стоили 42 рубля. Вообще офигенно клеятся, и просто они мне очень нравятся. Ну это, в принципе, наверное, все покупки из Ашана, покупки канцелярии какой-то. У меня будет второй Back to School, то есть именно там к школе все будет. Возможно, будет даже и 3-я часть, но именно о канцелярии. Кто хочет увидеть мою форму, одежду, то пишите в комментариях, ВКонтакте, я сниму такое видео. Но мне самой не нравятся такие видео, поэтому снимать я его сама не буду. Ну это, в принципе, все. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Пока.